Заведомо ложный донос – это сообщение в правоохранительные органы о преступлении, которого не было. И такие фейки поступают в полиции республики регулярно. Заявители при обращении всегда предупреждают об ответственности, но те все равно идут на откровенный обман и ложь. Что грозит псевдопотерпевшим и лжесвидетелям, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марохина. Поводом для подачи заявления о выдуманном преступлении, как правило, является скандал с мужем, приезжайте, он меня убивает, напряженные отношения с соседом, у него в квартире наркоманский притон, неготовность детей к контрольной, школа заминирована, пьяный совершил ДТП, мою машину угнали. Заведомо ложный донос о преступлении даже небольшой тяжести обернется для псевдопотерпевшего или свидетеля уголовным делом. В Усть-Вымскую полицию обратился местный житель, который просил помощи в розыске автомобиля. Автовладелец пояснил, что в день обращения не обнаружил машину на парковке возле своего дома. В ходе проверки выяснилось, накануне иномарка заявителя угодила в 2 аварии. Столкновение с одной иномаркой, а затем наезд на другую. Водитель был пьян и покинул место происшествия. Местный житель, увлеченный в обмане, дал признательные показания. Мужчина пояснил, что заявил о ложном доносе своего авто, опасаясь ответственности за совершенные административные дорожно-транспортные происшествия. Дознавателями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Максимальное наказание данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Жительница одного из населенных пунктов Усть-Куломского района в состоянии опьянения позвонила по телефону экстренных служб и сообщила, что подожгла 4-квартирный дом, где она сама проживает. Спустя сутки женщина снова позвонила в единую диспетчерскую службу и пообещала взорвать жилое здание. Выехавшие по месту жительства звонившие полицейские установили, что сообщение о готовящемся взрыве является ложным. За это женщине грозит уголовная ответственность, а также штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Жительница Сыктывкара уже выслушала приговор суда за ложное сообщение о преступлении. Она распивала спиртные напитки в общественном месте. Участковый сделал пьяной женщине замечание, на что она стала его оскорблять. Затем позвонила в дежурную часть полиции и заявила, что сотрудник ударил ее по лицу. В ходе проверки факт применения физической силы не подтвердился, а женщина призналась во лжи. Приговором суда ее на год с лишним лишили свободы. Условно. Опасность заведомо ложного доноса заключается в том, что он нарушает нормальную работу полиции. Стражи порядка впустую тратят силы и средства на проверку ложных сообщений. Между тем времени на раскрытие реальных преступлений и помощь людям, которые действительно попали в беду, остается меньше. Кроме того, такие выдумки могут повлечь возбуждение уголовного дела и наложение большого штрафа.